Добрый вечер, уважаемые коллеги. Очередное заседание семинара, посвященное функциональной грамотности, у нас сегодня проходит, и сегодняшняя наша встреча посвящена креативному мышлению. Ну, я представлюсь, я работаю в КРИРО и возглавляю кафедру точных наук. По профессии я математик и всю жизнь занимался математикой. Меня зовут Баженов Илья Иванович. И получилось так, что я вошел в рабочую группу, которая в Республике Коми занимается вопросами внедрения функциональной грамотности. И в частности, вот за мной было закреплено это новое направление креативное мышление. И по сути дела, я впервые, так же как, наверное, многие из вас, начал знакомиться вот с этим направлением функциональной грамотностью, креативное мышление. И сегодня мое сообщение будет не столько какое-то напутственное, а я постараюсь передать свой опыт первого знакомства своего с вопросами креативного мышления. Значит, естественно, как у любого человека, у меня возникла серия вопросов, что это такое, для чего, когда, почему, ну и как. Ну, на последний вопрос на как мне пока трудно ответить, но, по крайней мере, с многими вопросами, которые предшествуют вопросу как, я, исходя из своего жизненного опыта, из своей практики, я постарался разобраться. Ну и вот мое сообщение, которое в настоящий момент транслируется, оно будет как раз посвящено вот тому опыту, который я пережил, в результате подготовил вот сегодняшнее сообщение. Естественно, первый вопрос, который у меня возник, а что это такое? Что это такое функциональная грамотность? Что такое креативное мышление? Я когда-то был связан с вопросами преподавания на основе ТРИЗ, теория решения изобретательских задач, даже был знаком с одним из ведущих таких представителей этого направления в образовании, Анатолием Гином, и слушал его тренинги, даже очно некоторые тренинги проходил, и примерно представлял, что скрывается под словом креативность. Творческость, это творческий подход, это возможность генерации новых мыслей, идей, их оценки, ну и внедрения в жизнь, как я себе представлял. Ну, по сути дела, действительно, это оказалось близким к моим представлениям, но тем не менее я все-таки начал со строгих определений и с нормативной базы. Значит, в моем выступлении, по всей видимости, будут какие-то моменты повторяться моменты из выступлений моих коллег, по всей видимости. Если вы этими вопросами уже интересовались, то, наверное, и какие-то слайды будут повторяться, и идеи, и мысли будут повторяться. Но я просто вынужден их повторить, потому что я еще раз хочу повторить, что я хочу пережить еще раз тот опыт и поделиться этим опытом с вами. Значит, ну, нормативная база, с чего, наверное, следует начать. Естественно, я полез в образовательные стандарты, последние редакции, которые у нас вступают в силу в следующем году, и посмотрел, есть ли в формулировках положений федерального образовательного стандарта в новой редакции вот это понятие функциональной грамотности. Да, оно присутствует в явном виде, и вот здесь вы видите цитату, в которой упоминается вот это словосочетание «функциональная грамотность», и предписывается участникам образовательных отношений создавать условия, которые обеспечивают возможность формирования вот этого момента, формирования функциональной грамотности обучающихся. Ну и расшифровано, что под этим понимается, в скобочках написано в некотором смысле, это определение того, что подходит в функциональную грамотность. Это первое. Второе. Естественно, к нормативным документам, по всей видимости, надо отнести указ президента, который был в мае 2018 года подписан.
И кроме этого, ясно, что этот указ президента появился на основе государственной программы развития образования, вышедшей в 2017 году. И в этом указе мы знаем, что президент среди своих наказов и определил один из параметров – это обеспечение конкурентоспособности российского образования. Значит, ну а как оценить эту позицию, этот параметр, конкурентность российского образования? Естественно, возникают какие-то вопросы, связанные с измерительными процедурами, что должно последовать для того, чтобы мы могли оценить успехи в данной области, оценить свою конкурентоспособность и на качественном, и на количественном уровне. Поэтому, естественно, второй вопрос. Как оценить то, что указано, то, что предписано в указах президента? Ну, в частности, одна из позиций, что мы должны выйти на лидирующую позицию и попасть в десятку лучших образовательных систем. Ну и ясно, что, естественно, интерес возник, а как оценивать, и задача обеспечить лидирующие позиции, как она должна выглядеть. Значит, ну, выход здесь один, по всей видимости, участвовать в всевозможных исследованиях на уровне международном, измерительных процедурах, которые в настоящий момент существуют. И ясно, что таких процедур несколько. Значит, это прежде всего процедуры, связанные с деятельностью наших школьников, обучающихся. Первая процедура или первое исследование – это PIRLS, исследование качества чтения и понимания текстов. Второе такое исследование масштабное, которое тоже проводится с обучающимися, это TIMSS, исследование качества математического и естественно-научного образования. Ну и PISA – это комплексное исследование, которое позволяет оценить образовательные достижения учащихся. Немножко хотелось бы остановиться на этих проектах, и все-таки для себя я, собственно, вот так и двигался, понять, какое мероприятие за что отвечает, кто в нем принимает участие. Ну и я повторяю, возможно, я повторяюсь, но тем не менее вот акценты такие расставлю. Значит, мероприятие, которое называется общим словом PIRLS, это международный проект исследования качества чтения и понимания текста. В нем принимают участие школьники 4 классов. Мероприятие, которое называется TIMSS, это международное исследование по оценке качества математического и естественно-научного образования. Здесь уже принимают участие школьники 4-8 классов. И, наконец, мероприятие, связанное с исследованием оценки достижений учащихся, это функциональная грамотность, прежде всего. Это мероприятие, которое проводится на основании исследований PISA. Значит, здесь в этом мероприятии участвуют 15-летние школьники. Считается, что к этому возрасту у нас с вами учащиеся должны уже уметь использовать те знания, навыки, умения для решения некоторых практических задач. Ну и в частности, диапазон, возрастной диапазон, в котором происходит исследование, это 15 лет 3 месяца и до 16 лет 2 месяцев. Это примерно 8-9 класс нашей обычной образовательной системы. Значит, ну и мероприятия TIMSS, они имеют циклический характер, повторяются раз в 3 года и содержат некоторые компоненты, на которых я еще остановлюсь. Следующий момент, он связан, конечно, с четким понятием функциональной грамотности, с дефиницией этой. Ну и, как правило, принято в качестве определения выбирать вариант, в был предложен Алексеем Алексеевичем Леонтьевым. И в его работе
встречается формулировка функционально грамотного человека. Функционально грамотный человек – это человек, который способен использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни умения, знания и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношениях. То есть каждая фраза и каждый здесь вот глагол, который используется, он здесь является существенным. То есть речь идет о способности и готовности обучающегося к решению практических задач, жизненных задач, которые возникают в его постоянной деятельности, в его окружении, в его общении, ну, всякого рода отношениях, с которыми он сталкивается. Итак, функциональная грамотность – это способность использовать и решать задачи, возникающие в течение его деятельности, в жизни его, используя те умения, навыки и знания, которые он получил, образовываясь в нашей образовательной среде. Несколько слов хочется сказать о тех результатах, которые достигнуты на сегодняшний день, чтобы определиться, как говорят математики, с начальным приближением. Итак, как выглядит начальное приближение? Статистика ПИЗа вот здесь вот приведена. Значит, вот я уже сказал, что у нас с вами мероприятия исследовательские по ПИЗе проходят раз в 3 года. И вот здесь приведены результаты, начиная с 2012 года. Ну, на самом деле, Россия принимает участие с 2000 года в этих мероприятиях. Ну, сначала были экспериментальные пробные варианты, ну, последние годы мы уже на регулярной основе, на постоянной основе принимаем участие. Обратите внимание, что динамика здесь совершенно небольшая, и она не в лучшую сторону направлена. То есть растет количество стран, принимающих участие, но место наше сильно не поднимается, несмотря на то, что вроде бы мы из года в год повторяем эти мероприятия вот с этой цикличностью. Вот посмотрите, первый столбец – это годы, второй столбец – количество стран-участников в исследованиях, третий столбец – это результаты по математической грамотности, и указан примерный диапазон места, в котором мы находимся. Почему через тире написано? Потому что результаты, во-первых, очень плотные, но, во-вторых, дифференцировать их бывает сложно, поэтому как бы некоторая кластеризация, тем не менее, происходит. То есть вот посмотрите, в 2018 году результаты по математической грамотности – это примерно с 27 по 35 место среди стран 79. То есть мы где-то устойчиво чуть-чуть находимся выше, чем середина из всех стран-участников. Что касается, естественно, научной грамотности, то здесь результаты еще хуже, если вы видите, с 30 по 37 место. И, наконец, читательская грамотность, 26-36 место. Но обратите внимание, мы за 3 года, с 2015 года до 2018 года, необычно съехали на порядка 10 мест, то есть пропустили вперед 10 стран, которые у нас были как бы позади предыдущие испытания 2015 года. Значит, итак, цифры, которые здесь в этой таблице приведены, они нам говорят, что действительно есть над чем работать. То есть если мы хотим попасть в десятку, посмотрите, результаты в настоящий момент мы далеко за десяткой, мы в 3-м десятке находимся по всем параметрам. То есть нам, по крайней мере, 20 позиций нужно отыграть, 20 стран, имеется в виду, не пропустить вперед, выйти по своим уровням вперед. Теперь несколько слов о шкале оценочной, которая используется ПИЗа, потому что это тоже важно для того, чтобы определить задачи и цели, которые мы перед собой ставим в связи вот с теми программными вещами, которые на сегодняшний день мы имеем. Значит, оценка производится по 1000-бальной шкале, и середина у нас получается где-то 500 баллов.
Ну и вся градация вот этой оценочной шкалы, она разбита на 3 позиции. Первый и второй уровень, вот вы видите на этом слайде от 0 до 450 баллов. Следующий уровень, третий и четвертый, условно, это 450-600 баллов. И последний уровень выше 600 баллов. Примерно критерии, которые определяют вот этот уровень, они здесь обозначены. То есть первый и второй уровень – это начинают применять знания и умения в простейших ситуациях. Ну и третий, четвертый уровень, где мы сейчас примерно с вами находимся, вот судя по табличке, которая приведена справа, это мы способны применять знания и умения для получения новой информации. Ну а верхний, самый большой, высокий уровень, пятый, шестой, там уже самостоятельно мыслящие, способные функционировать в самых сложных ситуациях, ну, вот, граждане, получается, по результатам исследования. Вот ниже приведены показатели, которые связаны оценкой по этой шкале, которая приведена. Ну, я специально выписал показатели, которые связаны с российским образованием. Это вот строчка «Россия». И лидер, ну, лидером во всех этих направлениях грамотности является в настоящее время Китай по результатам 2018 года. И посмотрите, мы отстаем почти на сотню по каждому параметру, даже больше, чем на сотню от лидера, от Китая. И наше место, видите, устойчиво закреплено где-то в первой половине третьего-четвертого уровня. Чуть-чуть мы выше поднялись первого-второго уровня и находимся вот на среднем уровне в соответствии вот с теми данными, которые вы видите в этой табличке. Следующий момент, он связан с вот теми направлениями, которые мы с вами поддерживаем. И чтобы мы понимали, наверное, имеет смысл еще раз повторить. Посмотрите, мероприятие ПИЗа проводится с 2000 года, мы участвуем в Российской Федерации, и мы знаем, что у нас с вами поддерживаются 3 направления. И 3 направления – это читательская грамотность, и с этого, по сути дела, ПИЗа начиналось. Я помню, что я впервые в 2004 году принимал участие в международной конференции, и там наши представители администрации, управления образованием как раз докладывали о результатах ПИЗа по читательской грамотности. Но с тех пор у нас с вами появились новые компоненты, и вы эти компоненты видите. Ну, инвариантными, как говорят математики, постоянно действующим направлением являются вот эти форматы и эти компоненты, которые выделены в правом верхнем углу. Это читательская грамотность, математическая грамотность и, естественно, научная грамотность. Они повторяются из периода в период и присутствуют постоянно в исследованиях ПИЗа. В частности, вот посмотрите, математическая грамотность у нас должна была проверяться в этом году, в 2021 году, но в силу сложной эпидемической обстановки все мероприятия были перенесены на 2022 год. Так что в апреле месяце нас ожидает проведение вот этого мероприятия, исследования математической грамотности по всей Российской Федерации. Будет исследоваться вот это направление, эта компонента математическая грамотность. Кроме того, есть дополнительные компоненты, которые из года в год меняются. Но функциональная грамотность тоже, по всей видимости, через некоторое время станет как бы вариантным компонентом. Но пока вот в этом году, в частности, выбрано в качестве дополнительного компонента направление, которое мы как раз и с которым мы сейчас знакомимся. Это креативное мышление. Это абсолютно новый компонент, новое направление, и впервые оно будет реализовываться вот в 2022 году. Так что нас ожидает в следующем году, наступающем, 2 серьезных испытания с точки зрения вот исследований качества образования нашего в Российской Федерации. Это направление, еще раз повторяю, математическая грамотность. Это где-то, наверное, будет прямо весной, в апреле месяце.
и креативное мышление. То же самое весной этого года мы думаем, что вот это мероприятие в наших школах пройдет, если опять не случится какого-то траша. Значит, я думаю, что в конце марта будут известны вот те образовательные учреждения, которые будут принимать участие в этих исследованиях, то есть там, где будут по определению вот, организаторов ПИЗа проведены вот эти контрольные срезы, измерения по банку данных, который будет тоже распространен, предложен для исследования. И осенью, весной, вернее, весной нас ждет вот это серьезное испытание, которое связано с проведением вот этих измерительных мероприятий. На следующем слайде я бы остановился особо, потому что вот здесь уже мы с вами переходим к содержательной части, как будут выглядеть измерительные материалы у ПИЗа. Ну, как бы вот блок заданий, который обычно предъявляется, он представляет из себя три основных компонента. Первый компонент – это компетентностная область, то есть это те действия, которые должны сопровождаться, выявляться, ну и использоваться вот в результате этих испытаний, этих процедур решения тех заданий, которые будут предложены. Содержательная часть – это как будет проходить само мероприятие, какие эффекты будут использоваться, какие направления вот тех оценочных процедур, которые будут проходить, как они будут оцениваться. И, наконец, компонентностная область – это чему будут посвящены задания, какие примеры будут рассматриваться и так далее. И посмотрите, вот на этом слайде я постарался выделить компоненты, которые связаны с креативным мышлением, они здесь выделены красным цветом. Я думаю, что вы эти диаграммы видели, если вы знакомились с вопросами функциональной грамотности и раньше. Но расположение вот красным цветом, оно как раз, мы сейчас с вами постараемся по всем этим моментам пройтись, по всем этим параметрам. То есть, что касается креативного мышления, то в части компетентностной области мы предполагаем, что основными компонентами являются выдвижение и оценка и доработка идей. Что касается содержательной области, это самовыражение и решение каких-то проблем. И, наконец, компетентностная область, то есть то, чему будут задания посвящены, это образование, быт, наука и техника, культура, социум, ну и, конечно, личные вопросы тоже участников вот, измерительных этих процедур. На этом слайде я не буду особо останавливаться, это структура измерительных материалов, но и те, по сути дела, задачи и те проблемы, которые на сегодняшний день стоят и которые нужно решать. Давайте сразу перейдем вот к следующему моменту, где. То есть я постарался для себя ответить на вопрос, что и когда, и вот какие-то вопросы, ответы какие-то нашел, ну и этими своими ответами я поделился с вами. Теперь что? Я постарался в течение вот этих 2 недель очень тщательно посмотреть на существующие банки заданий. Значит, меня интересовало практически все. Все направления, все компоненты, и математическая грамотность, и, естественно, научная грамотность, и креативное мышление. Значит, вот 3 основных направления, которые я как бы старался посмотреть в банках заданий, которые у нас с вами имеются в настоящий момент на разных ресурсах. Какие-то обучающие семинары, обучающие мероприятия, тренинги, ну, курсы какие-то повышения квалификации, в которых можно какую-то информацию извлечь и понять для себя ответ на следующий вопрос, самый главный, наверное, как. Но я сейчас все-таки хочу остановиться на обзоре тех ресурсов, которые я обнаружил и которые вам тоже советую, может быть, посмотреть. Вот первый ресурс – это сайт издательства «Просвещение».
Ссылка на этот сайт вот есть, вы видите эту ссылочку здесь, на этом слайде. Дальше, но на самом деле мне не удалось попасть внутрь и посмотреть очень содержательные материалы, потому что свободный доступ на этот сайт с недавнего времени закрыт. И на самом деле стоимость вроде бы небольшая получения лицензии. То есть вот я даже специально в техническую службу обращался, посмотрел и попытался узнать, как можно, скажем, получить доступ к электронным версиям материалов по функциональной грамотности, потому что есть специальный раздел, в котором написаны электронные версии, вы туда заходите, написаны задания, которые в настоящий момент имеются в доступе, но в сами задания вы попасть не можете, потому что для этого требуется дополнительная лицензия. Стоимость лицензии относительно небольшая, 689 рублей. И, по всей видимости, я пока не экспериментировал, надеюсь, что попробую через некоторое время получить доступ к этим материалам и получить доступ к электронным версиям этих материалов. Но на самом деле, знакомясь всякого рода материалами по тренингам и семинарам, я понял, что здесь достаточно хорошо подготовленные материалы с точки зрения, что указывается класс конкретно учебник, по которому эти материалы разрабатываются, то есть программа, дидактические материалы, ну и раздел, связанный с компетенциями, какие компетенции в том или ином задании развиваются. Так что каждое задание, я так понимаю, что сопровождается некоторой карточкой в рекламных материалах, это освещается. Ну и стало быть, я думаю, что достаточно полезный ресурс. Но, повторяю, он в настоящий момент является платным. Цена относительно небольшая. Можно образовательным учреждениям попробовать поэкспериментировать. Для начальной школы одна лицензия выписывается, для основного общего образования вторая лицензия. То есть, если вы и начальное образование, и общее образование желаете покрыть, то, по всей видимости, нужно будет приобретать две лицензии. На этом же сайте есть возможность приобрести бумажные версии. Сейчас они очень активно издаются издательством просвещения. Есть специальные каталоги, где можно найти вот эти издания, посмотреть, познакомиться с ними. Но я просто предлагаю самостоятельно вам по этой ссылке пройти, посмотреть. Я вроде бы рекламу такую создал. Второй ресурс, на котором я эксперименты некоторые провел, это российская электронная школа, портал российской электронной школы. Это в настоящий момент динамично развивающийся ресурс, портал, на котором я вам советую обязательно побывать. Если вы войдете в него, пройдете регистрацию, то вы обязательно привяжетесь к своему образовательному учреждению, у вас появится возможность проводить эксперименты и исследования, ну, с вашими подопечными, с вашими учащимися. То есть вы, вплоть до того, что заходите в определенный класс, выбираете тестирующую компоненту, то есть, например, вот математическую грамотность желаете проверить, входите в соответствующий раздел, определяете класс, заводите участников, то есть, грубо говоря, вы просто список класса туда вносите, и каждый учащийся получит доступ в конечном итоге к этим материалам, и в электронном виде, в дистанционном виде учащиеся заходят и проходят те задания, которые вы выбрали. Предполагается вариативность, то есть это можно проводить, скажем, во время занятий прямо в классе, потому что предполагается, что несколько вариантов возможно, заданий предлагается, но определяется четко класс, определяется четко компонента. Но я заглядывал в материалы, они интересны, действительно заслуживают внимания. Я предполагаю, что если наши мероприятия будут продолжаться, то вполне возможно мы создадим круг участников и обязательно протестируем. Но я думаю, что некоторые из вас уже вполне так реально использовали этот портал и могут поделиться своим опытом, как он работает, и как бы оценить, насколько там все хорошо. Единственное, что хочу сказать, что пока в настоящий момент я там не нашел материала по креативной грамотности.
То есть математическая грамотность там представлена, естественно-научная грамотность, тесты представлены, глобальные компетенции представлены, читательская грамотность представлена, но пока заданий, посвященных креативному мышлению, я в среде это не нашел. Но вот в каждом семинаре, в котором иногда, наверное, и я присутствую, и вы присутствуете, вот встречается информация о том, что многие материалы сейчас находятся в работе, они прежде всего пробируются, и только после этого уже размещаются вот в этой в электронной среде. Но первое мое впечатление, оно очень приятное об этом портале, и я советую вам обязательно заглянуть в него, если вы еще не видели, завести свой класс туда и попробовать посмотреть, порешать какие-то задачи. То есть хотя бы предварительную оценку этого ресурса для себя определить, выяснить. Следующий портал – это портал Федерального института педагогических измерений. Значит, здесь вы можете найти задания по естественно-научной грамотности, но по креативной грамотности я здесь ничего не нашел. Но для 7-9 классов очень подробно расписано и очень большой банк вот заданий, но именно только по естественно-научной грамотности. Я, может быть, не очень тщательно искал, но я старался по ссылкам, по рекомендациям, которые я видел на разных ресурсах. Но вот на сайте ФИПИ очень, повторяю, богатый комплект заданий по естественно-научной грамотности для 7-9 классов, но по другим компонентам материалов я не обнаружил. Значит, следующий портал, где можно найти банк заданий по функциональной грамотности, это вот Центр оценки качества образования. Обратите внимание, что здесь представлены очень подробно материалы по 2018 году по ПИЗа. И вы можете посмотреть все оценочные материалы, которые использовались по разным направлениям функциональной грамотности. Вот видите, есть финансовая грамотность, естественно, научная грамотность и так далее. Ну и кроме того, вот последняя ссылочка, если вы сейчас видите, я не знаю, мой курсор, наверное, тоже виден на экране, это ссылка на семинары и вебинары. То есть вы можете посмотреть те мероприятия обучающего характера, которые знакомят с вопросами, связанными с развитием и внедрением функциональной грамотности на разных образовательных учебных мероприятиях, которые проводятся вот Центром оценки качества. Значит, повторяю, креативная грамотность, креативное мышление на данном портале заданий в банке вы тоже не найдете. Его просто нет пока. Но зато есть материалы, связанные с совсем другими направлениями, и материал 2018 года очень подробно в таком разобранном виде представлен. Следующий портал, вот мне он тоже понравился, так же как и РЭШ, это портал Института стратегии развития образования. Значит, здесь есть специальный раздел, который называется «Сетевым комплексом информационного взаимодействия субъектов Российской Федерации» в проекте «Мониторинг формирования функциональной грамотности учащихся». И вот в этом разделе, прямо по вкладочке, если вы заходите, то вы видите банк заданий по всем направлениям, по всем компонентам, и в частности по тем компонентам, которые нас интересуют в рамках проблем 2022 года. То есть материалы и банк заданий по математической грамотности, по креативному мышлению здесь представлен в полной мере, и даже по классам. Вот я специально на правом скриншоте вывел раздел, связанный с креативным мышлением, и вы здесь видите, что здесь по классам представлены разного рода задания, вы можете их скачать и использовать в работе по подготовке, по тестированию, по апробации каких-то материалов, которые есть. Ну, ясно, что через какое-то время, наверное, мы с вами и сами научимся такого рода задания составлять,
но пока все-таки я, наверное, есть на первых порах, все-таки бы рекомендовал внимательно познакомиться с тем банком и попробовать те материалы, которые уже представлены специалистами подготовленными, использовать в своей практической деятельности. И через некоторое время, я думаю, что мы просто вынуждены будем и сами задания такого рода печатать, создавать и извлекать. Следующий портал – это ФИОКа. Это портал Федерального института оценки качества образования. Здесь, так же как и на портале ФИПИ, мы видим задание ПИЗа 2018 года разобрано. И что мне понравилось на этом портале, то здесь приведены подробные статистические материалы по результатам всех предыдущих исследований 2018 года, 2015 года. То есть, если вы, скажем, пытаетесь провести какой-то статистический анализ, хотите исследования какие-то провести, статистики, понять для себя и проанализировать, выводы какие-то сделать, то вот этот портал, он очень такой представительный в этом смысле. То есть вы можете посмотреть результаты всех предыдущих лет, посмотреть, как выглядит распределение мест по странам, какие оценки получают участники исследований из разных стран и так далее. В частности, вот те таблицы, которые предшествовали моим, на предыдущих моих слайдах, они как раз статистические данные извлечены с этого портала, с ФИОКа. Следующий такой портал, на котором я тоже остановил свое внимание, и он мне очень понравился, это Академия социального управления. АСОУ обычно ее называют в интернете. И там есть раздел, который посвящен функциональной грамотности. Но вообще я хочу сказать, что вот этот портал, он чем интересен? Дело в том, что Академия социального управления – это образовательное академическое учреждение, в котором учатся студенты, но кроме того там очень широко представлен спектр педагогических направлений. В частности, все центры непрерывного повышения педагогического мастерства по Московской области, они функционируют на базе вот этой академии. И есть специальный раздел, посвященный центрам НПППМ, и в частности освещается очень так емко, красиво, информативно те проекты, которые реализуются этими центрами в Московской области. И среди одним из таких проектов является проект, который называется «Коуч школьных команд. Функциональная грамотность как основа качества образовательных результатов». Я советую вам обязательно побывать на этом портале. И я даже 2 слайда посвятил этому центру, потому что, видите, здесь представлены проекты, и даже есть специальный раздел, который называется «ПИЗа кинотеатры». И здесь целая подборка таких видеоматериалов, посвященных вопросам функциональной грамотности. Проект очень хорошо оформлен, собрана серия выступлений специалистов, экспертов по разным направлениям функциональной грамотности. И я советую вам обратиться к этому порталу, особо посмотреть. То есть в банк здесь задания вы не найдете, но вы найдете примеры. Примеры, которые представлены на всякого рода семинарах, вебинарах, примеры заданий, которые специалисты комментируют, эксперты комментируют, поясняют, что этим заданием измеряется, какой параметр, какие инструменты измерительные используются и так далее. То есть вы здесь найдете, грубо говоря, тот инструментарий, который обычно используют специалисты для проведения мероприятий исследовательского характера. Следующий момент, на который я тоже хотел остановиться. Я не скрою, что я искал, где мне получить более такие глубокие знания по функциональной грамотности, с тем, чтобы потом я мог что-то передать своим коллегам,
учителям, может быть, на курсах повышения квалификации, о чем-то таком рассказать. И я прошел несколько таких вот учебных мероприятий, и я советую вам тоже посмотреть вот мероприятие, курс, который размещен на Яндексе. Адрес здесь указан, смотрите, teacheryandex.ru. И среди курсов, которые я там увидел, а мне на самом деле его посоветовали мои коллеги, есть курс, который называется «Функциональная грамотность. Развиваем в школе». Значит, курс достаточно такой, в нем структура образом. Ну, во-первых, есть вводная часть, она достаточно большая, а затем представлены все разделы, все компоненты функциональной грамотности, которые на сегодняшний день являются актуальными. В частности, есть раздел, который посвящен креативному мышлению и математической грамотности. Причем схема здесь прохождения этого курса, она такова. Вы, ну, во-первых, каждый раздел сопровождается видеоматериалами, их несколько. Видео приятно смотреть, потому что они не такие длинные, скажем, как ты на семинар заходишь, и там в течение часа, полутора часов смотришь вот, на выступление экспертов, участников этого мероприятия. Здесь видео короткие. От 10 до 20 минут ты знакомишься с материалом, причем материал достаточно такой содержательный. Затем предлагаются какие-то текстовые материалы. И обучение проходит достаточно легко. Ты можешь в любой момент прерваться, вернуться к материалам. Ну и проходишь некие такие контрольные испытания, которые представлены в виде тестов. Тесты несложные, если ты внимательно с материалами знакомишься. Я думаю, что если ты начал обучаться, то ты, естественно, ставишь задачу постараться ответить на те вопросы, которые в тестах представлены. Поэтому приятно было проходить этот курс. Я вот за субботу-воскресенье предыдущую этот курс прошел, причем там предлагается общую часть пройти и 3 любых компонента. Ну, я вот для себя определил, что я должен пройти обязательно, кроме креативного мышления, математическую грамотность и, естественно, научную грамотность. И эти 3 раздела прошел, и я так понимаю, что мне через некоторое время должны еще и сертификат соответствующий, подтверждающий прислать, где будет указано, что я этот курс прошел. Но мне не столько важен документ, сколько важно было содержание. Я действительно получил удовлетворение от прохождения этого курса. И, по сути дела, я предлагаю вам вот эти материалы тоже для себя взять на вооружение, если у вас есть возможность пройти этот курс. Он несложный. Значит, итак, вот, пожалуй, все основные ресурсы, с которыми я ознакомился, и вот у меня создалось такое впечатление, что я выделил те самые главные. Значит, еще, если раз акцентировать внимание вопросам креативного мышления, то вопросы креативного мышления, где я советую посмотреть, это ФИОКа, Федеральный институт, где материалы выложены. Но в РЭШе, пока я уже сказал, материалов нет. То есть там пока банк пустой. Но я очень надеюсь, что через некоторое время материалы, связанные с креативным мышлением, и на этом портале тоже появятся. Дальше, естественно, у меня возник вопрос после того, как где, возник вопрос, как, что, как проводится исследование, как реализуется вот оценка вот по заданиям, которые нам предложены. И я начал смотреть вот те обучающие семинары, те курсы, которые в настоящий момент предложены. И, по сути дела, вот дальнейшее содержание, оно сопровождается и материалами тех курсов, и даже, может быть, заимствованы вот некоторые слайды вот с тех мероприятий, которые есть. Посмотрите, как я уже вот на предыдущих слайдах отмечал, что во время оценки креативного мышления используются 3 основных параметра. Это первый параметр, он связан
с компетентностной областью, то есть в данном случае, если мы говорим о креативной грамотности, это выдвижение, оценка и доработка идей. И вот здесь представлены основные модели оценки креативного мышления в отношении компетентностной области. То есть оценивается выдвижение и совершенствование идей, но и также оценивается, как обучающиеся производят оценку тех или иных идей, и как эти идеи отбираются. Что касается компетентностной модели, тут предполагается серия действий, и эти действия на этом слайде обозначены и зафиксированы те основные мероприятия и те основные компоненты, которые каждое из этих действий сопровождают: выдвижение идеи, оценка и отбор идей, и обязательно доработка идей. И по всей видимости, здесь этот компонент оценочный, он очень во многом рассчитан на коллективную работу, на коллективное обсуждение. То есть здесь, наверное, очень сильно и очень востребованным является элемент групповой работы, когда и идеи выдвигаются в группе, и оценочные процедуры используются в групповом коллективном режиме, и доработка идей тоже с использованием определенных методик и определенных действий, она тоже проходит в коллективе, в группе. Что касается содержательной модели, то, как мы уже отмечали, для креативного мышления содержательная модель представляет из двух таких разделов основных. Это креативное самовыражение и решение каких-то проблем. Проблемы могут быть разного характера, естественно, научного или математического, социального или межпредметного. А креативное самовыражение, оно представляется, как правило, в виде воспроизведения текстового материала, либо воспроизведения некоторого графического материала. В частности, таким всегда из семинара в семинар, из вебинара в вебинар повторяющегося примера является пример, который представлен у меня здесь на этом слайде. Предлагается в графической форме оценить этот текст. А плюс Б равно С. То есть предлагается нарисовать некую ассоциацию в графическом формате для этого равенства. А плюс Б плюс С. А плюс Б равно С. То есть есть некий текстовый материал, в него вкладывается некоторая смысловая нагрузка. Этот текстовый материал можно представить в виде изображения какого-то, графика, картиночки, рисуночка, все что угодно, все, что приходит в голову. И, как правило, во всех оценочных испытаниях предлагается представить не один материал, не один экземпляр, не один подход, а несколько подходов. Прямо, как правило, в каждом задании, если вы креативно откроете банк заданий по креативной грамотности, как правило, всегда предлагается представить несколько вариантов. То есть так и написано. Представьте несколько вариантов, графически изобразил, как вы понимаете, это, скажем, равенство А плюс Б равно С. Многие эксперты, которые выступают на эту тему, говорят, что предварительные исследования, которые были проведены в России, они показывают, что дети достаточно часто на эти вопросы затрудняются ответить. В лучшем случае они пишут: А – это первое слагаемое, Б – второе слагаемое, С – это сумма, называют, сопровождают этот материал. Или рисуют две вишенки, прибавляют одну вишенку, и получается 3 вишенки. Ясно, что к этому равенству можно относиться совершенно по-разному. Например, нарисовать чашки весов, на одной чашке весов 2 груза А и Б обозначить, на второй чашке весов С. Или, например, измерить, нарисовать 2 отрезка длиной А и Б и нарисовать больший отрезок, у которого длина будет равна сумме длин отрезков и так далее. Тут пофантазировать можно много. 2 градусника, допустим, нарисовать с указанием температуры.
и сложить эту температуру. Ну или, может быть, самые разные варианты. Ну вот это типичный такой пример, который присутствует. Текстовый материал визуализировать другими словами. И наоборот, есть задания, в которых предполагается письменное самовыражение. То есть есть некоторая картинка, а требуется ответить на какие-то вопросы поставлены, вот, например, как здесь. Например, рисуется, помещается какое-то графическое изображение, и требуется придумать к этому графическому изображению некоторое название. Причем, я повторяю еще раз, как правило, в заданиях на креативное мышление требуется не просто один вариант предложить, а несколько вариантов. И вот это, как правило, говорят, вызывает затруднения у наших детей, когда нужно несколько вариантов предложить. Ну и стараться, чтобы эти варианты не были друг другу близкими, не были копиями друг друга, ну и как бы разные идеи, разные подходы к текстовым материалам использовались. Значит, следующий момент, он связан вот с контентной областью, ну и ясно, что здесь основное требование, чтобы вопросы были интересными, чтобы они были жизненными. Ну и вопросы по креативной грамотности, как правило, черпаются из среды, которая очень близка к обучающемуся, там, либо его это личный быт какой-то, либо это культура, это как бы социум, в котором он общается. Ну и, естественно, есть вопросы, связанные с наукой и техникой. Если вы будете знакомиться с креативным мышлением, с материалами, с банком заданий, то вы обязательно встретите, где встречаются задания, связанные с использованием и, естественно, научных знаний. Но понятно, что креативное мышление не может быть совершенно оторванным от каких-то основных знаний, основных навыков, которые обучающийся получает. Ясно, что креативно мыслить, креативно придумать что-то и создавать что-то, творить что-то, и тем более принимать какие-то решения, не имея базовых знаний, основных знаний, это, наверное, нереально, невозможно даже, я бы сказал. Теперь, посмотрите, я тоже обратил внимание, что среди вот этих заданий, которые в банках представлены, очень широко используются некие логические действия. И первое логическое действие – это сравнение. То есть с самого начала, с начальной школы, по всей видимости, мы должны обратить внимание на вопросы сравнения. То есть мы чаще должны задавать вопросы такого типа: что общего, чем различаются, сравни там героя, сравни поступки, сравни явления какие-то, сравни какие-то действия и так далее. И попытаться графически это оформлять, используя разного рода инструменты, в частности, вот диаграммы Эйлера или круги Эйлера, иногда мы математики называем, диаграммы Эйлера-Вена, но фиксируя вот то, что мы видим, то, что мы наблюдаем, исследуя то или иное явление, с использованием этих графических объектов, этих графических инструментов. Еще одно логическое действие, которое тоже нужно развивать, начиная с самого маленького возраста, по всей видимости, это категоризация и классификация. То есть особые трудности вызывает каким-то образом классифицировать те или иные предметы, объединяя их в группу. И оказывается, если ты предлагаешь задание, в которое требуется эту классификацию провести несколькими способами, то это вызывает особое затруднение. Вот типичная здесь задача является наличие каких-то картинок, или, допустим, задача формулируется так: ребенок подошел к столу отца, открыл там ящик этого стола, увидел кучу каких-то предметов. Требуется эти предметы расклассифицировать каким-то образом, причем эту классификацию сделать разными способами, не одним способом, а несколькими способами. И вот это типичная задача, в которой рождается это умение обобщать и классифицировать объекты, которые он видит, которые он наблюдает, которые он имеет.
Ну, я вот ярким примером здесь себе представляю таблицу Менделеева, именно благодаря вот тому, что Менделееву удалось расклассифицировать соответствующие элементы, мы в настоящий момент имеем современное представление о химии, представляем, что это одно из как бы вот основополагающих моментов нашей химической науки сегодня. В начальной школе такие вопросы тоже задаются. Вот здесь я специально выбрал кадр, в котором приводится один из типов вопросов на креативное мышление. Приводятся некоторые фотографии и предлагается, посмотрите, различными способами сгруппировать вот эти фотографии. Обратите внимание, несколько способов собрать. Определить, согласно каким критериям, каким параметрам вы собираете в одну группу одни фотографии, в другую группу другие фотографии и так далее. И оказывается, что это исследование было проведено осенью этого года, где-то в сентябре-октябре, и 15% только справляется с этим заданием, то есть, чтобы предложить два способа расклассифицировать объекты, которые предложены на фотографиях, около 15% только участников справилось с этим заданием. Ну, это начальная школа, и, по всей видимости, вот здесь еще лучше обстоит дело, потому что все-таки учитель в начальной школе, он универсал в некотором смысле, он знает и проблемы математики, и проблемы окружающего мира, и русский язык. Поэтому все это как бы в комплексе, и ему, наверное, проще, и детям проще его понимать. Но, тем не менее, вот проблема такая существует, как говорят об этом эксперты. Похожая задача для старшеклассников, когда у нас с вами предложена книжная полка, и предлагается вот эту книжную полку расклассифицировать каким-то образом. То есть собрать книги по группам, используя различные критерии. И посмотрите, несколько, если предлагаешь вариантов классификации и объединения в группы, разные издания, то, оказывается, тоже вызывает это большую проблему. То есть базисный логический элемент, связанный с классификацией, с обобщением, он, естественно, требует дополнительных таких вот действий, исследований, тренировок и так далее, начиная с начальной школы. Ну, здесь вот приводятся и другие примеры, где очень часто используется классификация на разного рода уроках, то есть креативное мышление, оно, как правило, развивается не как самостоятельный предмет, это естественно, но кроме внеурочных занятий мы понимаем, что креативное мышление должно развиваться и как бы тренироваться на разных предметах при обучении разным дисциплинам. А что не было звука, коллеги, я как-то говорю, мне кажется, что звук есть, потому что вроде я вижу, что у меня дублирующий экран подсказывает, что звук есть. Плюсик поставьте, если звук есть, действительно. Я немножко заботился. Есть, да, спасибо. Так, еще один момент, который мне тоже бросился в глаза, и об этом тоже говорят эксперты. Посмотрите, в обычном нашем режиме мы с вами, где бы мы ни работали, в каком образовательном, на каком уровне мы бы не работали, в ВУЗе я, например, работаю, мы очень много внимания уделяем анализу. То есть мы пытаемся общее целое расщеплить на какие-то элементы, подетально разобрать, опуститься до мельчайших каких-то вещей и вот анализировать эти мельчайшие вещи. Тут примеры такие приведены вопросов, которые мы обычно и в школьной программе, и в вузовской программе используем. Это анализ явлений, анализ ситуации, анализ героев. Но вот вторая часть, которая связана с синтезом, которая позволяет нам понять связь между различными явлениями, найти что-то общее, составить что-то общее и определить свойства
чем будет это общее обладать. То есть ответить на вопросы, которые тут вот тоже приведены на слайде, связать объекты по смыслу, выложить какую-то фигуру из графических объектов, которые составлены, смоделировать какую-то ситуацию из тех ситуаций, которые на настоящий момент, допустим, в задании представлены. Вот это, как правило, тоже вызывает трудности. И я, по сути дела, согласен вот с теми экспертами и теми ведущими, которые об этом говорят. Наверное, действительно, мы вот части анализа много внимания уделяем, а части синтеза, когда мы используем вот этот метод логически синтезировать, мы используем в меньшей степени. И на это тоже надо внимание обращать, особенно если мы готовим детей вот к мероприятию, связанному с измерениями креативного мышления. И повторяю, что особую трудность вызывают вопросы, которые присутствуют практически во всех заданиях. Когда речь идет о неоднозначности, когда речь идет о неопределенности, когда речь идет о множественности вариантов, к которым нужно прийти, которые нужно сформулировать, доработать и вывести. Значит, большую, конечно, роль играет возможность видеть аналогии. Это, ну, вот в математике, наверное, очень важный такой момент, потому что математик – это тот, кто видит аналогии, а хороший математик – это тот, который видит аналогии между аналогиями. Ну, а выдающийся математик – это математик, который видит аналогии между аналогиями аналогий. Вот примерно такая классификация, такое понимание есть в области математики, в частности. То есть нужно уметь видеть аналогии между объектами разной природы, между различными свойствами, между различными идеями и пытаться в любой момент в разном виде сформулировать вот эти аналогии, уметь как бы обобщить вот те общие идеи, которые у нас с вами встречаются, и вот сформулировать нечто общее, что связывает те или иные явления, объекты, процессы, идеи. Еще один момент, который тоже бросается в глаза, когда формулируются задания по креативному мышлению, ну и по функциональной грамотности в целом. Как правило, если мы говорим о традиционных заданиях, то мы всегда формулируем задание так, что сразу известно, каким способом это задание будет решаться. То есть, как правило, у нас с вами всегда задача формулируется: во сколько раз то или иное больше другого, или там насколько и так далее. Значит, в задачах же на функциональную грамотность способ сразу не предлагается. Предлагается ситуация, а из этой ситуации ты должен искать выход сам и способы находить сам. И это вот как бы типичный такой параметр, который присутствует в заданиях на функциональную грамотность. Когда речь идет о выборе способа, о возможности оценки выбора этого способа, значит, доработки идей, которые для решения возникают. Ну и вот это действительно, наверное, очень полезный для будущего человека такой инструмент и его качество, которое позволяет ему в будущем использовать те знания, навыки, умения для своей повседневной жизни. Ну и как часто здесь тоже приводится пример, когда речь идет о холодильнике, типичный такой пример, когда, скажем, приводится некий рецепт, как приготовить из тех продуктов, которые в холодильнике есть, допустим, приготовить салат, оливье, допустим. Это одна задача, она относится к традиционному способу, когда готов рецепт, и когда ты должен по этому рецепту изготовить некий продукт. И совсем другое дело, когда ты открываешь холодильник, ты видишь объекты, которые тебе предоставлены в данный момент, и ты пытаешься, используя вот эти ресурсы, которые у тебя есть, изобрести что-то новое, какое-то новое блюдо, может быть даже не одно, а несколько, то есть вариативно подойти к решению этой проблемы,
Ну и посмотреть, и в том числе экспериментировать. Эксперимент, кстати, в креативном мышлении тоже используется, и примеры можно найти в банке заданий, в которых результаты эксперимента тоже приводятся, и требуется некий анализ провести, оценка идей, в частности, основана на результатах этого анализа. Вот здесь, на этом слайде, я бы остановился тоже особо. Тоже традиционная такая задача про забывчивую маму. Посмотрите, чем отличаются задания, которые относятся к традиционному способу формулирования задач от задач математической грамотности и креативному мышлению. Это такой стандартный прием, или вернее стандартная задача, которая кочует из семинара в семинар про забывчивую маму. То есть мама ушла из дома, пошла на платформу садиться в электричку, а ребенок обнаружил, что она забыла телефон свой. Ну и какие действия он должен предпринять. Если мы имеем традиционный способ формулирования задачи, то, как правило, приводятся задания, например, там расписание приводится электричек, скорость, возможная скорость у этого ученика, если он бросится догонять, но, может быть, там какие-то еще параметры временные и скоростные приводятся, и требуется, ну, ответить на вопрос, как поступить, как ему бежать и так далее. Но с точки зрения математической грамотности здесь, возможно, какие-то дополнительные данные необходимо потребовать. То есть просто запросить, при каких условиях сыну действительно имеет смысл попытаться ее догнать. Может быть, просто остановиться и сказать, что это невозможно. Что касается креативной грамотности, то здесь предполагается, что предлагаются разные варианты решения выхода. То есть, как поступить, как догнать маму, может быть, потребовать какие-то дополнительные сведения, или, может быть, так и сформулировать задачу, что нужно для того, чтобы эта задача имела решение какое-то успешное. Ну, в конце концов, дополнительно потребовать какие-то данные, легенду и какую-то, может быть, дополнительную схему расположения этой платформы дома, может быть, карту заданию присовокупить, где есть возможность по разного рода траекториям выбирать свой путь и так далее. На следующем слайде приводятся основные критерии, которые используются при оценке креативного мышления. Во-первых, выделяется несколько параметров. Это так называемое качество мышления. Это беглость, продуктивность, гибкость, разнообразие, оригинальность, нестандартность, разработанность и проработка дополнительных идей и материалов. Ну и какие оценочные критерии используются при оценивании каждого из этих параметров качества мышления. Ну и какие критерии в том числе тоже используются. Здесь в теории все понятно, но когда мы с вами будем углубляться, наверное, в оценочные процедуры сами, то, наверное, будут возникать какие-то трудности. Но я повторяю, что на вопрос «как» мне пока очень трудно ответить. То есть я попытался пока разобраться с вопросом «что», «когда», «почему». Постарался для себя определиться с теми особенностями заданий, которые сопровождают это направление креативное мышление. Но рекомендации, как это делать и что делать, я пока дать, естественно, не могу, потому что у меня нет практики. Более того, я предполагаю, что наша деятельность в будущем, она будет больше направлена на практическое содержание. То есть мы, возможно, будем делиться друг с другом с теми объемами экспериментов, которые у нас с вами будут проходить в школах. Я думаю, что мы просто будем в любом случае вынуждены, и даже в обязательном порядке, использовать на своих занятиях повседневных разного рода тренажеры,
и будем тренировать вот наших детей по этим компонентам, которые нам предстоит пройти, по которым нам предстоит пройти испытания весной предстоящего года, 2022. И, может быть, мы тогда более подробно будем анализировать и задания, которые в банке заданий присутствуют, и возможности их оценивания, и, может быть, более подробно мы будем останавливаться на тех мероприятиях, которые в образовательных учреждениях вы проводите, и о том опыте, который вы будете приобретать и будете иметь. Ну и я, наверное, на этом буду завершать свое выступление сегодняшнее. Хочу единственное, как бы еще раз сказать, что наша деятельность, она неизбежно ведет нас к тому, что нам надо готовиться, нам надо готовить своих детей, нам надо развивать себя и с пониманием отнестись к тому, что в настоящий момент происходит. Я считаю, что и креативная грамотность, и функциональная грамотность, и естественно-научная грамотность с теми компонентами, с которыми я знакомился, по крайней мере, пока теоретически, представляют большой интерес. Это нужная вещь. Такого рода мероприятия нужно обязательно проводить. Нужно детей готовить к тому, чтобы наши основные традиционные задания не оставались в стороне, а чтобы наши выпускники могли в повседневной своей жизни использовать те знания, навыки, которые они получают. Не просто решать уравнения, не просто упрощать какие-то выражения, а приходить к этим заданиям, к этим задачам, к этим математическим моделям, используя реальные ситуации. Я всем желаю успеха, я прошу прощения за сегодняшнюю задержку начала нашего мероприятия, но запись останется, и я также, по всей видимости, размещу презентацию, чтобы вы могли, если, по крайней мере, ссылки, которые я рекомендовал, посмотрели. Ну и прощаюсь на этом. Большое вам спасибо за внимание. Всего доброго, желаю вам успехов и, главное, не болейте.